Спасибо за то, что вы пришли на наше очередное заседание круглого стола в рамках межнационального дискуссионного клуба «Московский ковчег». Я бы хотела выступить, несколько слов сказать по второму вопросу, по вопросу миграции. Вот у нас звучит так: миграция как один из факторов угроз человечеству. Я, откровенно говоря, думаю следующее, что сама по себе миграция явление очень древнее. Человек мигрирует уже вот с момента своего возникновения. Были эпохи в истории человечества очень такие интенсивные в смысле миграции. Но мир не разрушился. А сегодня мы говорим о том, что это угроза миру и выживанию человечества. На самом деле, мне бы хотелось немножко иначе акценты поставить. Не сама по себе миграция, господа, а те причины, которые вызывают миграцию. А какие это причины? Мы прекрасно знаем, каким образом возникла сегодняшняя многомиллионная миграция в европейские страны. Каким образом? Где причина? Причина в том, что не нравится Саддам Хусейн, не нравится Асад, не нравится Каддафи, кому-то не нравится политикам, да? И, пожалуйста, мы пойдем разрушим, подарим народу демократию и свободу. Кстати сказать, демократия и свобода в Ираке обошлась ценой в 1 миллион, если не ошибаюсь, 100 или 200 тысяч жизней уже. Я думаю, что если бы каждый день сносил бы, резал бы головы Саддам Хусейн, он бы таких масштабов все равно не достиг бы, наверное. Чем обернулся так называемый великолепный демократический, но передел власти в Ливане, в Сирии, нам всем известно. Следовательно, речь идет не о миграции как таковой, а о том, как эта миграция создается. Вот теперь давайте посмотрим на нашу миграцию. Наша миграция тоже имеет своим основанием развал Советского Союза. А что такое развал Советского Союза? Это война в Таджикистане, война в Азербайджане, война в Армении, война в Молдавии, ну и так далее и тому подобное. То есть целая серия военных конфликтов. Это с одной стороны. А с другой стороны, да, хлынула в Россию, и очень часто мы слышим: Россия только для россиян, Москва только для москвичей. Ну и так далее. Нет, слышим даже от достаточно таких лояльных людей. Вот мы сидели недавно на этом самом вечерней Москве, и рядом со мной сидел Юра Московский, и он говорил: Москва для москвичей. Одну секундочку, человек достаточно просвещенный. А теперь мне хочется спросить, господа, миграция была очень такая мощная в годы Великой Отечественной войны. Это что же миграция? Беженцы из всех захваченных немцами территорий, эвакуация, да? Как назвать, пользуясь сегодняшними терминами, те, кто уехали с этих краев туда, например, в Центральную Азию, да, в Республике Центральную, это были трудовые мигранты и беженцы. Это были мигранты. Но этих мигрантов принимали и лучший угол давали, не давали умереть с голода, не требовали, чтобы они интегрировались, выучивали язык и прочее, не требовали с них патентов и прочего. Но одним словом, одну секундочку, это была одна страна. Сегодня мы хотим, чтобы вокруг России все эти страны, бывшие страны вокруг России консолидировались, потому что России одной тоже трудно выжить. Так, значит, политика России какова должна быть по отношению к этим странам? Россия самая сильная среди этих стран, вы согласны со мной? Значит, политика, я извиняюсь, я говорю не о народе и не об отношении народа. Народы друг к другу относятся вполне нормально. Ну, там бывают всякие, извините. Но я говорю о политике. О политике и нашей власти, и тех стран. С самого начала эта политика была ошибочна, начиная с Ельцина и начиная с развала страны, с разделения. Она была ненормальная. И эта аномалия продолжается по сегодняшний день. По сегодняшний день. Если говорить о сегодняшних мигрантах на территории России, я уже много раз говорил и буду продолжать говорить до тех пор, пока я не увижу изменений. Россия называет себя демократической страной, но на самом деле является рабовладельческой, потому что в России есть рабовладельцы, работорговцы и есть рабы. Извините меня, это факт, который существует сегодня. И для того, чтобы рабы не были рабами, трудовые мигранты должны иметь все те права, какие имеют россияне. В отношении труда и жизни все должны быть равны. Единственное неравенство, которое может быть между мигрантами трудовыми и российскими гражданами, это неравенство в праве выбора. Все. Выбора
мигрант не имеет права участвовать. А во всем остальном он должен получать ту же зарплату. Легализация должна быть. Я не говорю, что за ними не надо следить, чтобы порядок был и так далее. Но, Кириллович, я каждый день сталкиваюсь с тем, что людей, которые просто унижены и так далее, из них выдавливают кровь прям просто до конца. Вот это я вижу каждый божий день. Ко мне обращаются сотни людей. Куршина, это твое мнение, и это все, наверное, имеет частично место, но я вам скажу так, давайте обратимся в первую очередь к своим государствам. Почему таджики приезжают массово сюда? Хорошо. Подождите, Россию в чем-то давайте наведем там порядок, чтобы люди не были вынуждены приезжать сюда. Я согласна. Второе, нельзя говорить, что в России рабовладельский строй и рабы. Есть перекосы определенные, но это абсолютно неправильно. Если есть где рабы, то это, наверное, скорее всего там, в Таджикистане. Это у нас есть рабы. Нет, вот есть. Поэтому и бегут сюда они, потому что там жить не Владимир. Это неправильно. России нужны, конечно, партнеры все, но посмотрите, как... Я не говорю, что Россия должна всех облагодетельствовать. Я говорю о том, что должны быть равные права. Это разные вещи. Права должны быть равные в труде. Равные права для тех, кто легально сюда въезжает. Конечно. А тогда у меня вопрос. Почему, когда в нелегальной миграции заинтересованы прежде всего работодатели и толстосумы? И почему они не наказываются? Хотя есть закон о том, что они должны быть наказаны. Вы же знаете, что наказываются. И огромными штрафами. Ну мало, конечно, давайте голову будем отрубать. Я не против. Давайте их наказывать серьезнее, допустим. Но это не совсем что так. надо серьезнее наказывать. Я разговаривала с работодателями, которые говорили, нам не выгодна легальная миграция, потому что если мы нелегально будем их но мы должны будем больше налогов. У нас в 5 раз больше нелегальной миграции, чем то, что квотируется и практически легальная миграция. Значит, нужно такое законодательство, которое сделает легальное пребывание нормальным. Ужесточить законодательство. Прекрасно знаете, что когда с трибуны организации КНС выступил президент США, назвал опасности три направления: ИГИЛ, ИГИЛ и Россия. Тогда нам все стало страшно. Неужели мы живем в России, нас называют подобными вещами. Сегодня вот в втором пункте проходит также опасно, соответственно, миграционный поток из тех стран, которые прибывают. Вот задавайте себе вопрос. Находясь в России, все присутствующие являются мигрантами, даже в этом зале. Разве не опасно сегодня для российского общества? Может, пора нам называть вещи своими именами? Не пора нам возвращаться на родину, потому что опасность нельзя создавать. Мы создаем. Кто хочет, пусть возвращается, Россия не будет возвращаться. Я очень много слушаю, что касается экологии. Вы знаете, что в мире более 7 миллиардов населения. Вы знаете, что прекрасно, что длительное время, даже больше столетия, хотят как-то помочь африканскому континенту, чтобы там хотя люди с голода не погибали. Но это решает двадцатка. Не на религиозном течении, а решают конкретно люди. Это составляющие 2% из общих государств мирового сообщества. Помимо этого еще есть дополнительный блок, называется «семерка», раньше было 8. Там присутствие было российское наше государство, нет России там сейчас. Потому что их не устраивает сегодняшняя сильная Россия. Давайте как-то перейдем к самому главному. Есть система, так можно говорить, была и в истории, в школе нас учили, что первобытная община, потом рабовладельская община, феодальная. Потом создался капитализм и социализм, и после развитого социализма мы оказались в коммунизме. А сегодня, скажите, при каком обществе мы живем, стран СНГ? Мы до сих пор, кроме суверенитета, ничего не определились. Европа действует по признакам капитализма, а мы кто такие? Мы даже не выбраны. До сих пор мы не определились. Что касается, чтобы определиться сегодня странам донора по линии трудовым мигрантам, миграция из республик Средней Азии, они должны определиться, выбрать феодальный строй. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия,
А почему? Потому что мы не прошли капитализм. Нас сразу Владимир Ильич попросил переходить к нам к социализму. Поэтому мы сегодня являемся на уровень рабовладельского строя. Если назвать государство, сегодня уже, смотрите, Назарбаев практически уже стал главным феодалом, сейчас стал Рахмонов феодалом, признан, официально признан после Саудовской Аравии. Вот народ будет находиться в рабских условиях, получаем сегодня, и будет результат нашей работы, которую проводим. Далее я хотел вообще обращаться к правозащитникам. Вы выбрали очень трудный для себя путь. Правозащитник – это смертник. Он говорит правду. Он не спит дома. Он не находится там, где-то ищет для себя кормушку вокруг президента, вокруг различных комиссий создается. Нет, он смертник. Или выберите такой путь, или лучше дайте добро, народ пускай выбирает. Как им дальше жить? Я считаю, это все говорю. Дело в том, что когда мы говорим газеты, вот они читают. Когда говорим книг, вот после распада Советского государства, Таджикистан, сейчас страна, которая намного больше книг там только про дорогу пишет, про горы пишет, там все. Но потом узнали авторы, что, оказывается, народ читать писать на родном языке не умеет. И прекратили даже книги пускать. Вот этих газет наш тоже, кроме фотографий наших граждане, просто просмотрел фотографию и выбросил. А почему? Потому что читать, писать мы не можем. Они все прочитали. Ну это понятно здесь. Но мы создали для наших мигрантов, миллион граждан в России. Вот результат нашего распада советского государства. Вот я, исходя из того, что говорю, если связано с религией, наш уважаемый говорит, вы не забывайте главную фразу. Давайте как-то не будем вместе определить. Ислам это плохая религия? Нет, хорошая. А как надо было избавиться от слова империализм? Замена империализм не синоним, это надо было заменить на исламский терроризм. А кто это все сделал? Те же ребята, которые там воевали, это которые мальчики приехали из Таджикистана вчера, позавчера говорил господин Рахмон, что раньше он говорил 450 таджиков, сейчас говорит нет 1000. Мы знаем, там более 3000 таджиков воюют. От чего? От всего, что произошло на территории России, они ушли через Турцию, за обман, выплаты денег им. Тоже говорили неоднократно, что мы вас посадим, что вы выступаете здесь за то, что у нас демократическое наше государство нужно. Они уехали туда воевать. А с трибуны организации надо было назвать конкретно государство. А потом мы называем Турцию. Надо было там господину Путину назвать Турция причастен к совершению различных преступлений на территории тех стран. Спасибо. А чего? Хорошо. Спасибо, дорогой. Вот, кстати, мы по Турции будем проводить видеомост, наверное. Будут организации здесь и турки, месхетинцы, и наши гагаузы, которые являются турками-христианами. Мы вас обязательно пригласим на такой видеомост. Будет очень здорово на эту тему поговорить. Спасибо. Давайте по очереди. Да, действительно, я просто с 2011 года создана наша организация, да, вот социальная защита женщин и детей. Действительно, меня волнует очень наших соотечественников судьба здесь, в Россию. Потому что сейчас в последнее время, вот последние 2 года, очень трудно стало их детей устроить в школу, в садик, устроиться на работу же сюда, но вместе с семьей, детьми, есть... А зачем семьей, детьми, если он приезжает сюда под работой? Да. Зачем семьей, детьми? Объясните мне. Тут садиков не хватает россиянам, как говорится, гражданам России, тем же киргизам. Вы говорите о мигрантах проблемах. Да, они есть, да, мы этим занимаемся, но это же не... Хорошо, большинство наших соотечественников получили гражданство российское, понимаете? Вот, граждане России, это совсем... Я их координирую. Кто получил гражданство России, кто еще не получил российское гражданство? Да нет. Вот их никто будет решать социальные вопросы, да, вот. И дальше, по миграции, да, действительно, тема неправильная, миграция как угроза. Для кого угроза? Где это угроза? Угроза в Москве, угроза в Европе. И это тоже отдельная тема. Я вот сама занимаюсь миграционными процессами. Вот то, что Бурча говорит, Муршида говорит, да, действительно очень больные темы, об этом можно часами говорить, я вам приведу столько тонн примера, я скажу одно, да, миграция не как угроза, вот Заньковская Жанна Антоновна выступает, 7 рублей оставляет мигрант противовес тому рублю,
на месте, где он работает. 7 рублей оставляет здесь, жилье там, все это там прочее. Это экономисты считали, не я считала, это было года 2 назад, а может сейчас меняется эта картина, я не знаю. А Кыргызстан Киргизия вошла в таможенный союз, да. И многие, 385 или 390 тысяч граждан к тому моменту, там, в 2011 году Медведев закрыл по упрощенной системе принятия российского гражданства, к тому времени у нас 380 тысяч граждан уже были гражданами Российской Федерации из-за вынужденной легализации из-за этих проблем. И они сейчас, если муж, жена, ребенок, 3 раза больше, миллион граждан уже наши стали гражданами Российской Федерации. Это другая тема. Вот об этом тоже можно часами говорить и сказать, доказать. Теперь по религии, спасибо, да, мы мусульмане. И каждый, мы сегодня собрались здесь сказать золотое зерно и предлагать другим людям объединяться и изменить то, что в наших силах, менять картину, да, к лучшему. Мы должны сказать спасибо России. Раз миллион киргизов приехало сюда жить и хотит получить гражданство, здесь несколько миллионов узбеков, таджиков и так далее. Россия принимает всех и старается помогать этим государствам, только этим. Вы представьте, если вот эти 3 миллиона безработных узбеков, которые здесь вернулись бы, и что бы творилось там, в Узбекистане или таджиков. Давайте быть все-таки благодарны и объективно оценивать, и не акцентировать внимание только на перекосы. И те государства, которые посылают сюда по 3 миллиона узбеков работать сюда, тем не менее не хотят сотрудничать и поддерживать Россию в международных вопросах. Вы понимаете? Это все не так просто, поэтому я хочу сейчас передать слово главным мусульманам России, татарам. Эдуарда Владимировича, но тут пошел разговор о мигрантах и так далее. Я сам родился и вырос в Ташкенте. И только в 21 год уехал. Я жизнь Средней Азии знаю от и до. И что бы хотел сказать, что вот великолепная поэтесса московская Щепахина Людмила Васильевна написала такое стихотворение «Вдова». Я вам одну строку из этого стихотворения. «Россия, безутешная вдова погибшего Советского Союза». Вы понимаете, вот это для меня просто как гимн. Но я провел 33 года на Северном флоте, бороздил все океаны. И вот, возвращаясь к великолепному выступлению Эдуарда Владимировича, именно о экологии нашей, да, которая губит человечество. 60-е годы мы всплыли на подводной лодке в середине Атлантики. День, 2, 3, сутками. Безбрежный океан. Ничего не встречаем. И вдруг видим, бревно плывет. По лодке сразу команда. Значит, бревно плывет по Атлантике. И по очереди выходим в рубку, чтобы посмотреть на это бревно. Сейчас, я знаю, я уже где-то в 80-е годы в плавании, иногда гектарами целлофановые какие-то мешки в океане, целые острова прямо плывут. Настолько загублена наша природа. И вот я бы хотел возвратиться к одному только стихотворению, очень мною любимого Валентина Соломатина, который, он близок мне как поэт. Его уже нет в живых, он прожил всего 42 года. Вот. Нет проблем нерешимых, а есть нерешенные. Нет пророческих слов, но есть вещи и сны. Нету вечных друзей, но есть воскрешенные, оживленные памятью нашей черты. Есть доклады победные, но не стало романтики. Есть обеды парадные, нету таверн. И навеки исчезли в сером небе Атлантики паруса клиперов
и седых каравел. Словно плугом пропаханы океанские волости, от железных судов пахнет нефтью и ржой. В лихорадке рождаются новые повести, и бензином плюется соленый прибой. Лотом больше уже не ведутся замеры, клад Маргана открыт, парус с рей будто снят. Сгнили греков трирены и морские галеры. 200 лет нет, как повешен последний пират. Я последних скликаю. Где вы, братья-романтики? Нам бы парус поднять, ну хотя бы один. Но навеки исчезли в дымном небе Атлантики паруса клиперов и седых бригантин. В мире этом любовь не нужна никому, если деньги и слава стоят на кону. Сколько душ утонуло в деньгах и фанфарах, так пускай я уж лучше в любви утону. Спасибо.